года на июнь для овнов. Посмотрим, какие будут основные события у овнов. Так, и что у нас получается? Вот основная карта очень хорошая. Это колесо фортуны. Это на месяц такая энергия овнов. Первые 10 дней это у нас старший аркан справедливость. Еще один третий старший аркан на вторую половину месяца солнце. И в окончании месяца у нас король пентаклей. Замечательные просто карты для овнов выпадают на этот месяц июнь. Будем готовиться к каким-то очень хорошим событиям. Давайте сразу посмотрим отношения. 3 карты на отношения, 3 карты на работу, так, и 2 карты на финансы. Итак, посмотрим, что же такое будет происходить в июне. Интересное у овнов. Карта старшего аркана колесо фортуны говорит о том, что вы будете чувствовать себя на волне. У вас будет получаться много из того, что вы раньше запланировали, что долгое время не получалось, топорилось. Здесь могут быть успехи в обучении, здесь могут быть решены вопросы, связанные с поездками, с отпусками. Может быть, здесь сдача экзаменов каких-то. Хорошее время для того, чтобы, знаете, закончить дело выигрышно для себя. Также может быть что-то связано с юридическими вопросами решается. Если у кого-то юридический бизнес, тоже все очень хорошо. Если вы ведете семинары, коучинги и так далее, это тоже для вас очень важное время, будет все получаться. Карта, когда мы можем давать о себе рекламу, тоже хорошее время будет приносить удачу. Также может быть будет какая-то прибыль очень хорошая, которая не обязательно придет даже от ваших результатов. Это может быть даже и от других людей, да, какие-то обстоятельства поворачиваются на вашу удачу. Это вообще карта даже вот больших денег, бывает даже выигрышей каких-то. Так, давайте посмотрим, что же вы будете в основном делать. Но в основном вы здесь либо обучаетесь, либо и благодаря этому у вас есть возможность улучшения жизни, либо вы уже как бы работаете и общаетесь с большим количеством людей, у вас много телефонных звонков, встреч, переговоров и так далее. Также эта карта может говорить о свидании, если личных отношений касаться, да, это свидание, это когда мы как приближаемся вот к человеку, да, начинаем его лучше понимать, лучше осознавать, что перед нами за человек. Ну и вообще карта такой дружбы хорошей, контактов очень важных, серьезных. И, кстати, мы можем здесь познакомиться с каким-то человеком очень знаменитым, человеком, которого знают многие люди, человек, у которого есть обеспеченность в жизни. Ну и сами будем себя чувствовать, конечно, на высоте. Карта может говорить еще о том, что какие-то события из прошлого могут возвращаться. Вот то, что уже было, возвращается в нашу жизнь. Может быть, кто-то вернется к прошлому образу жизни или, может быть, даже улучшит его. А теперь первая половина, вернее, первая часть месяца, первые 10 дней по карте правосудия. Карта говорит о том, что вы будете, скорее всего, решать вопросы, связанные либо со взаимоотношениями, личными взаимоотношениями, либо это будут вопросы по работе, может быть, вопросы найма, вопросы решение каких-то, решение договоренностей каких-то, вот в прошлом у вас были какие-то подписаны бумаги, контракты и так далее. Сейчас либо вы будете перестраиваться, переписывать это все, либо будете выполнять те обязательства, которые на себя взяли. Карта, связанная с судами и решением юридических вопросов. То есть вы вот как раз можете решать очень успешно эти вопросы в первые 10 дней июня.
Также карта может говорить о заключении брака для кого-то, да, о подписании каких-то новых договоров, допустим, о найме на работу, или, может быть, с партнерами какие-то новые договоры. Здесь также, если мы что-то отдавали другим людям вот в предыдущее время, вот сейчас к нам может приходить, знаете, как отдача такая, вот сколько мы вложили в других людей, столько мы получаем. Если это был хороший вклад, то и здесь у нас будет очень приятное такое вот состояние, да. Что еще? Здесь могут деньги приходить заслуженные, здесь может быть помощь там адвокатов, защитников каких-то, поддержка, союзники и так далее. Подарки какие-то могут приходить, но опять же вот только заслуженные, да. Теперь вторая половина месяца, это с 10 по 20 выпадает карта опять старшего аркана Солнце. Замечательное время для того, чтобы достигать успехов. Это может быть и выигрыш в суде, это может быть получение каких-то денег, прибыли хорошей, это может быть назначение на новую должность. Это может быть победа в каких-то конкурсах, соревнованиях и так далее. То есть, может быть, кстати, вот по этой карте очень часто идет посещение каких-то развлекательных мероприятий, может быть, даже и связанных с искусством, музеи, кино, театры и так далее. То есть вот, может быть, кто-то таким образом будет этот месяц проводить. Также карта говорит о том, что вам будет тепло рядом с близким человеком, вам будет хорошо в коллективе, в общем, все будет у вас ладиться. Но самое главное, здесь вот карта предупреждает, чтобы мы не проявляли эгоизм, не думали только о себе, что благо здесь должно быть общее. И еще, вот Солнце, оно обычно не дает лишнего. То есть если вот у нас по карте колесо фортуны мы можем получить, допустим, денег даже свыше того, что мы заработали, допустим, или свыше того, что нам нужно, то вот здесь только вот то, что нам необходимо, мы получаем, но зато мы не испытываем недостатка ни в чем. Солнце, оно всегда дает и никогда не забирает. То есть здесь вот приход только. Теперь окончание месяца у нас король пентаклей. Карта, когда мы уверены в себе, когда у нас все хорошо с деньгами, когда мы занимаем должность, у нас хорошее прочное положение в социуме. Очень хорошая карта для того, чтобы решать какие-то очень важные вопросы, связанные с поездками, бумагами, с каким-то близким, может быть, общением, да, то есть можно как-то очень легко разрешить вопросы, даже те, которые были сложные в прошлом. Что еще может быть у нас по королю пентаклей? Здесь может быть какая-то первая роль, первое место, какая-то вся ответственность может быть на вас, но вы сами, в принципе, ее тут берете и не хотите как-то на кого-то ее переложить, скорее всего. Так, что еще? Может быть, цель какая-то новая поставлена, и, возможно, даже вы уже тут либо чувствуете, что у вас это все осуществится, либо начинаете осуществлять, и кто-то даже уже каких-то результатов хороших добился. Может быть, здесь кто-то возглавит какую-то организацию, да, может быть, здесь статус меняется, любой, это может быть статус в отношениях, в работе, карта тоже для рекламы хорошая, популярности и для профессионализма тоже очень хорошее время, хорошая возможность. То есть у овнов очень хороший июнь получается. Также, что еще здесь важно, победа в суде может быть. Если будете что-то покупать, то вот то, что надолго, это, кстати, недвижимости тоже может касаться. Причем недвижимость может быть не новостройка, а какая-то уже либо это вторичный рынок, либо это уже такие вот более старшие здания. Ну и также продажа может быть. Карта, когда, ну, допустим, вы что-то потеряли, да, несправедливо, и вот вам это возвращается благодаря тому, что вы были настойчивые. Так, теперь посмотрим, что у нас в отношениях. Для тех, кто в поиске партнера, король бубновый выпадает. Карта здесь говорит о том, что вы, скорее всего, можете встретить, ну, как бы своего будущего партнера, если
Может быть, будете заниматься коммерцией или, может быть, какими-то продажами, да. В общем, все, что связано с деньгами и какими-то сделками, да, вот оно может вас свести с этим самым партнером. Либо ваш партнер будет тот, с кем вы познакомитесь, он будет коммерсант, предприниматель, в общем, человек, который вот так активно очень с деньгами работает. Шестерка бубновая говорит о том, для тех, кто в паре, шестерка бубновая выпадает, карта говорит о том, что у вас может наступить период очень хороший для отношений. Если вы были не в браке, у вас здесь вот как раз может быть заключение брака, да, может быть исполняется какое-то важное желание, ваша мечта какая-то может исполниться, новый поворот какой-то в жизни может быть. Причем здесь, знаете, когда, кстати, очень часто эта карта говорит о замужестве для женщин. Угу. Если кто-то болел из партнеров, тоже выздоровление, исцеление идет. Вообще карта очень хорошая, когда нас ценят, нас любят, уважают, решаются какие-то важные вопросы, примиряемся мы, выздоравливаем и так далее. Хорошее время. Теперь у нас те, кто в ссоре, семерка пиковая. Карта говорит о том, что здесь желательно вот как-то в письменном виде оформлять ваше общение, да, то есть лучше не звонить по телефону, а именно писать там смски, письма на почту и так далее, и так далее. Вам так легче будет помириться, потому что в разговоре вы можете какие-то эмоции лишние допустить. А теперь работа. Для тех, кто в поиске работы, у нас выпадает туз бубновый. Карта говорит о том, что наконец-то для вас откроется прекрасная возможность. Тем более по тузу это действительно хорошая возможность, когда вы можете реализовать себя. Прямо вот то, что вы хотели, и по деньгам, и по положению в компании. Да, здесь все очень хорошо. Для тех, кто уже работает, девятка червовая. Карта говорит о том, что все будет очень комфортно. У вас будут люди, которым вы можете доверять. Хорошее время, чтобы, может быть, получить проект, которого вы долго ждали, или должность, которую долго ждали. Здесь лояльное отношение и начальство к руководству, к вам, и коллектив тоже вот хорошо. То есть у вас работа как семья для вас, очень вам здесь хорошо нравится, да. И что еще тут можно сказать? Может быть, ну, как бы будет в этом месяце хорошая оплата, вы сможете пополнить свой кошелек. Теперь для тех, у кого свое дело, девятка трефовая. Карта говорит о том, что здесь, скорее всего, будет очень много забот, хлопот. Знаете, такая каждодневная, постоянная занятость. Вы заняты тем, чтобы укрепить свой бизнес, чтобы быть профессионалом и так далее. Может быть, выводите на новый уровень свой бизнес. Но здесь вот нужно опасаться обмана, опасаться манипуляции, особенно если, допустим, вас побуждают взять кредит, допустим, да, вполне возможно, что для вас это будет не очень хороший вариант в будущем, даже если сейчас вам кажется, что это, ну, как бы хорошо и нормально. В общем, здесь, может быть, вы как-то неправильно смотрите на свой бизнес, на тех людей, с которыми вы работаете, или на продукт. Допустим, вам кажется, что вот эта услуга подходит, а она, может быть, тянет вас совершенно не туда. В общем, здесь вот желательно советоваться с людьми, которым вы доверяете, у которых есть уже результаты в жизни, для того, чтобы не было вот таких серьезных ошибок. А теперь посмотрим деньги. Для тех, у кого есть работа, кто на зарплате, девятка пиковая. Карта говорит о том, что здесь будет стабильность, скорее всего. Если не было, то она восстанавливается. Может быть, какие-то хорошие, надежные условия в деньгах вам предлагают. Ну, если вам не выплачивали зарплату, то тут нужно будет побороться, быть настойчивым. Для тех, кто сам зарабатывает деньги, здесь деньги от нового направления какого-то, деньги, может быть, от близких людей, то есть не только вы зарабатываете, но и ваш человек близкий, да, может быть, здесь что-то связано с вашим прошлым, с вашими родителями, да, вот и деньгами, может быть, тут наследство, может быть, просто какой-то подарок, какая-то сумма
от родителей может приходить. Также вы можете тратить деньги на дом, на семью, на детей и так далее. Но и также деньги от нового направления приходят, когда вы что-то вот осваиваете только, да, здесь, может быть, они не такие большие, не такие крупные суммы, но все-таки вы здесь можете их заработать. Но судя по тому, что у нас главная карта колесо фортуны, это в будущем будет приносить очень хорошие деньги. Посмотрим, что ждет, вернее, что рекомендуют карты, совет какой дают на месяц. Дама пиковая. Карта говорит о том, что нужно настраиваться на счастливые времена. У вас действительно все тут улучшается, дорогие овны. У вас выздоровление для тех, кто болел, как-то общее благополучие улучшается, да, какие-то счастливые времена, белая полоса, исполнение желаний и так далее. Как-то, может быть, нужно настраиваться на удачу, на красоту, на любовь, на все самое лучшее. Друзья, желаю прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.